профессии меня вдохновляет слово «вау». Когда клиент видит впервые мероприятие, он заходит, это его глаза, это его эмоции. Ну и, конечно же, заключительное спасибо. Это мотивирует. Сколько нужно времени, чтобы организовать хороший праздник? Моя рекомендация всегда хотя бы за 1 месяц, но такое бывает нечасто. У нас есть кейсы, когда мы организовывали достаточно большое мероприятие, примерно за 3 дня. Все-таки вы пришли в эту сферу не случайно. Видимо, в детстве либо вам не хватало праздников, либо наоборот они были очень яркими. Вот в вашем случае что? Ну, наверное, в нашем с вами детстве вообще, в принципе, как таковые праздники отсутствовали, если вы вспомните, особенно да? день рождения, Да, это было да, больше мамин такое. торт и юпи, наверное, вот. То сейчас это можно все восполнить. Нас запрашивают тигров, Живых? живых. Я только в этом году, впервые лет за 7, отпраздновала свой день рождения. Полноценно, когда я пригласила гостей. Чаще всего я свой день рождения не праздную. Сапожник без сапог. Да. Праздники крайне важны для человека. Воспоминания о некоторых из них сохраняются на долгое время и согревают своим теплом. В эфире программа «Жизнь и успех». И сегодня у нас в гостях девушка, которая дарит людям праздники. Добрый день, Анастасия. Очень рада вас видеть. Спасибо, что вы к нам пришли. Здравствуйте, Екатерина. Тем более говорим мы с вами о такой приятной теме — организация праздников, что всегда ассоциируется с радостью у людей. Особенно перед Новым годом, Да, правильно? особенно перед Новым годом. Расскажите, пожалуйста, как вы оказались в этой сфере, почему однажды вы решили для себя, что вы хотите дарить людям праздники? В организации мероприятий я пришла, наверное, таким образом. Когда-то я работала в найме и приняла решение работать на себя. Но так как с детства я была очень творческой личностью, и вот эта вот яркость, фантазия, эмоции — это все моя стихия, я решила проводить праздники. Праздники — это то место, где ты все это получаешь, плюс ты можешь совмещать это с доходом, удовольствием и карьерой. Что вас вдохновляет в вашей профессии больше всего? В профессии меня вдохновляет слово «вау». Когда клиент видит впервые мероприятие, он заходит, это его глаза, это его эмоции. Ну и, конечно же, заключительное спасибо. Это мотивирует. Для того, чтобы организовать праздник, нужно ли какое-то обучение? Где вы обучались? Кто вас наставлял? Обучение на данный момент уже проводится. Раньше этого не было. То есть я занимаюсь этим уже порядка больше 7 лет. И когда я начинала, я неоднократно летала в соседние страны, в Российскую Федерацию, в Казахстан, дабы получить какие-то знания, чтобы полноценно ощущать и понимать, как все это делается. Расскажите, вот с чего вы начинали ваш первый праздник, организованный собственно, вами, только вами. Помните его? Да, помню. Что это было? Это был день рождения, юбилей девочки, 10 лет. Я очень хорошо его запомнила, потому что это был интересный опыт на тот момент, собрать всех подрядчиков. Я еще тогда была новичком на рынке, много кого не знала, и это достаточно сложно далось с такими мелкими деталями, которые были необходимы клиенту, но мы справились, я сделала. Когда уже отлаженная система, сколько нужно времени, чтобы организовать хороший праздник? Моя рекомендация всегда хотя бы за 1 месяц, но такое бывает нечасто. У нас есть кейсы, когда мы организовывали достаточно большое мероприятие, примерно за 3 дня. Чаще всего в какой тематике вы работаете? Я имею в виду, что это дни рождения, юбилеи, свадьбы? Дни рождения — это основная часть наших мероприятий. Также у нас есть корпоративы, дни рождения компаний. Ну и, наверное, годики — это тоже основная наша деятельность. А ваше любимое направление есть у вас? Я люблю в целом все праздники, но я не провожу свадьбы.
Но все-таки вы пришли в эту сферу не случайно. Видимо, в детстве либо вам не хватало праздников, либо наоборот они были очень яркими. Вот в вашем случае что? Ну, наверное, в нашем с вами детстве вообще, в принципе, как таковые праздники отсутствовали, если вы вспомните, особенно да? день рождения, Да, это было да, больше мамин такое. торт и юпи, наверное, вот. То сейчас это можно все восполнить. Конечно, это яркие эмоции. Праздник — это всегда очень весело и радостно. Люди расслабляются в этом моменте. И когда ты видишь, как ты круто это делаешь, это вдохновляет, и ты к этому еще больше стремишься и идешь. У родителей бывают такие моменты, вот в детстве он мечтал о какой-то игрушке, он ее не получил, или о чем-то, или там о собаке, кошке, и он обязательно это сделает потом для своего ребенка, постарается. Есть такое. Если мы этот вопрос перенесем сейчас в плоскость вашей работы, вы какие-то свои детские мечты, детские желания, представления переносите в сценарии своих праздников, которые дарите уже другим? Нет. К сожалению, я свою личную историю не могу перекладывать на чужие мероприятия, но когда родители приходят с таким запросом, мы, конечно, это делаем, потому что чаще всего мероприятия, особенно которые проводятся для детей, это взрослая история. Это про взрослых. Самый такой для вас был запоминающийся праздник и самое такое неожиданное, скажем, пожелание от родителей? Ну, про неожиданные пожелания, наверное, много что можно сказать. Про то, что у нас запрашивают тигров. Живых на мероприятие. Нет, к сожалению, мы не можем это реализовать. Мы живем в Кыргызстане. У нас такое невозможно. Я это объясняю и доношу. Вот. Ну, то есть запросы поступают действительно иногда несоизмеримые. Просто не с тем, что мы не можем этого сделать, а с тем, что мы просто в целом как бы живем в такой локации, где много чего отсутствует. Ну и по поводу того, что самое больше запомнилось, вообще в целом я люблю праздники, и они мне очень сильно западают в душу, это когда клиент полностью доверяет. Вот есть такая категория клиентов, которые отдают все в твои руки. И при этом они очень спокойны, и они потом очень благодарны. А вообще, с чего начинается у вас работа с праздником, вот, над праздником? Вот к вам пришел клиент. С запросом и с разговора. Обязательно нужно поговорить, нужно выслушать, нужно понять настроение, нужно понять желание. И из этого всего далее рождается концепция. То есть это диалог, который нужно выслушать, понять, и далее уже ты все это создаешь в празднике и в каких-то деталях. И вот детали, которые ты услышал, могут создать полностью всю атмосферу и весь вечер. Концепция рождается сразу, потом начинается работа, или она может, концепция, появляться уже в ходе работы? Концепция, в принципе, рождается сразу, но она может, наверное, потихонечку дорабатываться и меняться, потому что в процессе приходят еще какие-то идеи, приходят еще какие-то возможности, и тогда это все потихонечку дорабатывается. Но в целом общая концепция, да, она, в принципе, при разговоре, при первичном уже будет понятно. А что для вас важнее? Следовать каким-то правилам, которые вы выработали сами для себя, или все-таки результат, чтобы это были положительные, яркие эмоции? Конечно, это эмоции. Эмоции — это... Вообще, я в принципе считаю, что эмоции — это результат нашей работы. Это то, что мы можем оценить. У вас очень творческая работа, и как удается свои творческие идеи донести до клиента? Ну, всегда есть такое мнение, профессионалу виднее, да, вы уже профессионал. Как удается донести свои идеи до клиента и соблюсти вот этот баланс между своими идеями и их пожеланиями? Но опять же в процессе разговора. Если мы понимаем, что все, что у клиента есть в пожеланиях, мы это сможем реализовать, мы это делаем. Если клиент уверен в своем выборе, в своих желаниях, в своем видении, естественно, мы это реализуем. Если мы видим, что что-то может пойти не так, я обязательно доношу эту мысль, что давайте где-то мы чуть-чуть поменяем.
А какой элемент или вообще в целом, что делает, на ваш взгляд, праздник действительно таким незабываемым, о котором будут вспоминать потом еще долго-долго? Атмосфера. Атмосфера, она складывается из множества деталей. Это свет, это музыка, это какие-то мелочи, вот опять же, про которые я говорила, да, при привычном разговоре, когда ты все это услышишь, ты это реализуешь, и это все создается в историю про клиента. Вот. И это самое главное. Вы можете вспомнить какие-то такие прям сложные ситуации во время организации праздников? Может быть, это были требования слишком завышенные, конечно, не оторванные от реальности. И как вы с этим справлялись? У нас много бывает сложных ситуаций. Вообще, в принципе, организация мероприятия такая достаточно стрессовая работа. И что только не было в нашей деятельности. Отключение внезапного электричества. Больной вопрос сейчас. Да, вот. Ураган, ливень на мероприятии, на открытом воздухе, там ливень начался. Вот. То есть всякие такие моменты, они бывают постоянно. Еще из неожиданных ситуаций бывает то, что к нам обращаются просто за сутки. Вот это самые неожиданные ситуации, когда к тебе постоянные клиенты накануне звонят и говорят, что «а завтра мы хотим». Вот это неожиданно. Дается? Зачастую да. Зачастую уже, когда ты в этой сфере очень долго работаешь, у тебя очень много наработанных подрядчиков, с которыми ты можешь очень быстро договориться, реализовать какой-то небольшой проект, естественно, да, это не огромное мероприятие в любом случае, а что-то небольшое, камерное, уютное, семейное, вообще без проблем. Ну, вот это самые, наверное, неожиданности, к которым уже мы привыкли. А были ли у вас случаи, что вы отказывались из каких-то, может быть, этических соображений или, может быть, из личного опыта? Ну, в принципе, да, были, когда желание не соответствует бюджету, срокам, ну и, в принципе, не ложатся на наши идеи. Вот вы сейчас рассказали, что бывает за сутки обращаются и просят что-то сделать для вас. А как вы относитесь к таким клиентам, которые, наоборот, в последний момент вроде бы работали, все хорошо, а в последний момент все меняют? В целом нормально, потому что что-то поменять не критически важное возможно, если это какое-то несоизмеримое изменение, я стараюсь мягко об этом донести, что вот сейчас, уже на данном этапе, к сожалению, поменять мы не можем. Давайте мы оставим как есть. И обязательно аргументы, почему мы так делали и почему мы так оставляем. Вот. Как вы сами справляетесь со стрессом? Потому что я поняла, что это постоянное состояние, которое присутствует в вашей работе. Стресс это мое второе имя, да, такая. Но на самом деле, да никак. Ты в любом случае переживаешь, ты в любом случае нервничаешь, ты приходишь на мероприятие там с самого утра, иногда до самой поздней ночи. В общем, я как организатор ухожу последняя вместе с клиентами, иногда даже позже них. То есть мне нужно все это заключить, закончить. И поэтому с этим особо ты никак не справишься. Он всегда есть, он всегда присутствует, особенно в день мероприятия. После мероприятия я могу 3 дня полежать в тишине. Такое тоже есть. Иммунитет не вырабатывается, к сожалению, да? Ну, может быть, у кого-то и вырабатывается, но не у меня. В любом случае, ты всегда, когда ты болеешь душой за свое дело, ну, ты в любом случае будешь переживать. Потому что, ну, мало ли, всякое может быть не так, не то. И реакция может быть не такая. И, опять же, вот какие-то условия могут быть не такие. Ты, конечно, все это прокручиваешь, держишь в голове. Свои личные праздники, свой личный день рождения близких, какие-то такие семейные, Новый год. Вы как празднуете? Нет такого привыкания, пресыщения? Ну, давайте начнем с того, что, наверное, я только в этом году, впервые там, лет за 7, отпраздновала свой день рождения. Полноценно, когда я пригласила гостей. Чаще всего я свой день рождения не праздную. Сапожник без сапог. Да. Все стандартно. Да, но, например, у меня есть дочь, и ее день рождения мы отмечали несколько раз. И когда, кстати, я планировала ее годик,
Я очень долго к этому шла, у меня было столько идей, я думала, сейчас сделаем такой крутой праздник. И как раз наступил ковид, поэтому ее праздник нам тоже сделать не удалось. Но спустя там последующие годы мы все-таки, да, реализовывали периодически ее мероприятия. К сожалению, не свои. Меняется ли тенденция на, скажем так, то, как проводятся праздники? Да, тенденции меняются. Чаще всего люди хотят сейчас уже таких уютных праздников. Ну, по крайней мере, ко мне поступают такие запросы, когда нету такого прям масштаба, огромного количества людей, а хотят что-то прям совместное, теплое, уютное. И вот это как раз-таки моя стихия. Я вот очень люблю такие мероприятия. Как вы думаете, что именно вашу работу делает, или кто именно вашу работу делает особенной? Может быть, это ваша команда, может быть, вы какие-то особые такие развлечения можете предложить, то, чего нету ни у кого? Ну, наверное, давайте в первую очередь отметим, что в целом работу организатора делает особенность, это чувство вкуса. На чувство вкуса идут люди, вот, когда они видят наши реализованные проекты. Второе, конечно же, это команда. Команда, она у нас большая, она у нас огромная, у нас есть постоянные люди, которые с нами работают и которые нас никогда не подведут. Поэтому здесь хочется отметить вот эти два пункта. Еще такой вопрос возник. Чаще всего для кого праздник заказывают? Ну, понятно, детки, а вот для взрослых людей самый такой старший возраст, с которым вам доводилось работать? Юбилеи были, да. По поводу старшего возраста, смотрите, тут еще есть такой момент. Старшие люди, они очень консервативные, вот, поэтому там праздник как положено, от и до, с четко прописанным таймингом, концепцией, вот. А все-таки у нас, ну, лично у меня, это больше такие творческие мероприятия, поэтому я работаю, наверное, более с молодежной аудиторией. Творческие мероприятия, у вас активное взаимодействие с участниками праздника, с гостями? Конечно, да, обязательно. Мы даже прописываем, то есть сценарий, вот это про то, какие сейчас вот люди любят праздники, да, то есть когда есть идея, когда есть сценарий, когда все с чем-то связано, не просто пришли, покушали и ушли. Еще хочется вернуться к вашей команде. Какие требования или на что вы обращаете внимание, когда берете человека к себе, в свою группу? Ну, наверное, как бывший рекрутер, я очень хорошо чувствую людей, и для меня очень важно иметь в команде также людей, которые берут на себя ответственность. Это первоочередное. Брать ответственность на себя и нести ответственность за свою зону. Сейчас век технологий, в том числе и искусственный интеллект. В принципе, можно любой сценарий подготовить там за считанные секунды, уже даже не минуты, а секунды, да, чат GPT работает. Пользуетесь ли вы и этой услугой, скажем так, и вообще ваше мнение, может ли нейросеть в данной сфере заменить человека? Полноценно, конечно, нет. Сценарий можно написать, но он будет очень поверхностным. Опять же, диалог, разговор, какие-то мелкие детали, которые ты чувствуешь, ты вылавливаешь. Чат GPT, к сожалению, этого сделать не может. Мы можем это все потом просто, так сказать, как собрать в кучку. Ну, если надо, правильно знаки препинания расставить, да, вот это максимум, наверное. А все же основная идея, она идет от души. Между диалогом рождается вот эта вот концепция, про которую я всегда говорю. Есть ли у вас какая-то мечта провести какое-то торжество? Что это? Наверное, насчет торжества нет, но и это уже, скорее всего, может быть не мечта, а все-таки мечта, переходящая в цель, которую, возможно, в скором будущем мы реализуем, и я хочу сделать свой детский театр.
потому что у нас с этим, ну вообще в принципе в нашей стране и в нашем городе с детским досугом достаточно сложно. И хочется сделать что-то такое, чтобы это было запоминающееся, это было интересно, и чтобы родители могли как-то через театр также развивать своих детей. Детский театр, где будут играть дети? Нет, детский театр для детей театр, где будут играть взрослые для детей. Да, это хорошая идея, потому что действительно немножко эта сфера у нас сейчас пустует. Практически пустует, да. И мы вот в скором будущем надеемся это реализовать. А когда вы работаете с клиентами, важно ли для вас, чтобы он вернулся к вам при необходимости еще? Конечно. И как вы добиваетесь этого? Ну, наверное, мы добиваемся этого, когда мы делаем хорошо, и у нас есть очень классные рекомендации, и когда мы делаем хорошо, у нас повышается уровень доверия клиента, который каждый раз к нам возвращается, и с каждым проектом для него мы делаем что-то крутое, что-то уже особенное. То есть у меня есть очень много историй и кейсов, когда я только начинала это делать, да, и вот сейчас там уже сколько лет прошло, клиенты снова ко мне обращаются, и каждое мероприятие, оно становится все больше, ярче, интереснее, какие-то идеи появляются, и люди за это благодарны, что мы не стоим на месте, они не стоят на месте, они соглашаются на какие-то идеи классные, крутые, вот. Что бы вы могли посоветовать людям, которые хотят пойти в сферу организации праздников, только-только делают первые шаги? На что нужно обращать внимание, к чему нужно быть готовым? Наверное, нужно быть готовым к постоянному стрессу. Это факт. Если вы готовы брать на себя ответственность и отвечать полностью за все на мероприятии, вы можете этим начинать заниматься. Потому что вы, как организатор, не можете сказать, ну, например, у нас там вот что-то не пошло не так, кто-то не приехал, и вы такие, ну, извините, это они не приехали. Нет, это твоя задача, это ты должен решать. И если ты готов за все это головой отвечать, вперед, потому что это очень сложно. Насколько это затратно для того, чтобы открыть такой бизнес? Нужно иметь какой-то капитал? На самом деле, чтобы просто стать организатором, наверное, нет. Наверное, нужны рекомендации. Ну, нужно проявить себя. Капитал как таковой он именно не нужен. Я начинала с агентства анимационного, оно до сих пор у нас есть, и оно до сих пор работает. Вот там нужен капитал. А чтобы стать организатором, ну, наверное, нет. Кто захочет, тот и станет. Когда вы поняли, сколько прошло времени, что вы поняли, что у вас получилось? Ну, наверное, 3 года прошло с момента открытия, когда я действительно видела уже классные большие проекты с хорошими бюджетами, и в этих проектах был успех, люди были довольны и говорили спасибо, действительно искренне, с хорошей такой благодарностью в глазах. Это прям, я поняла, что да, получилось, да, можно, да, продолжай. На ваш взгляд, почему у вас получилось? Очень интересный вопрос. Ну, наверное, потому что я умею это хорошо видеть. Я могу создать действительно что-то красивое. У меня действительно развит вкус. Откуда, не спрашивайте, я не знаю. Так всегда было? Да, так всегда было. Мне действительно получается хорошо организовывать. Это было с самого детства. Эти навыки проявлялись потом в последующем в студенчестве. Да? Потом, когда я работала в найме, я все время занималась этим. То есть какие-то корпоративы в компании, где я работала наемным сотрудником, тоже ложились на мои плечи. Я это делала, я это организовывала. Хотя тогда я еще не понимала, что я когда-то буду организатором. У нас впереди Новый год. Вы можете дать несколько таких советов нашим телезрителям, как организовать домашний уютный праздник, семейный, своими силами? На что стоит обратить внимание?
Ну, вы можете подготовить заранее какие-то идеи досуга, проведения какой-то игры, ну, про Тайного Санту и все это остальное, это банальности, но в целом, если кто-то возьмет на себя то, что он будет ведущим, это будет очень круто. Я вам рекомендую найти среди своих родственников того человека, который будет отвечать за веселье всех. И когда один человек это все контролирует и регулирует, это очень здорово, и всем остальным тоже становится весело. Поэтому это моя рекомендация. Ну, помимо того, что красиво украсить, все накрыть, да, все накрыть, создать атмосферу, это уже, конечно, да. Второе. В первую очередь рекомендую найти человека, который будет всем этим заправлять, так скажем. Смотрите, праздники – это важная часть человека, жизни человека, и это ведь не только веселье. Это еще и формирует, во-первых, наше отношение к жизни и наше правильное поведение. Например, если дети видят, что за застольем можно не только сидеть и употреблять алкоголь, но и веселиться, это ведь тоже формирует его правильное отношение дальнейшее к жизни. Вы этот момент сами ощущаете? Вы как думаете, на вас ответственность есть? На нас, конечно, есть ответственность, но в целом сейчас уже очень мало праздников, кстати, с алкоголем. Вот. Чаще всего, да, чаще всего это уже просто перетекает действительно в правильное веселье, без ухода в какие-то глубины, так скажем, да, вот, то есть это действительно правильное веселье, дети это видят, и особенно я хочу отметить, дети, когда видят, как взрослые вместе с ними веселятся, это вообще, мне кажется, незаменимо для эмоционального роста ребенка. Спасибо большое вам за такое Вам интересное спасибо. интервью. Успехов вам, удачи. Спасибо. Спасибо вам, что позвали. Да? Ну а мы благодарим ресторан «Фрунзе» за предоставленное место для съемки.